Южный водозабор в Алагирском районе больше напоминает небольшой лес. На сотни метров вокруг нетронутая природа. Проржавевшие ворота с замком и небольшой забор – вот что обеспечивает безопасность стратегического объекта. На этой территории 11 водоносных скважин, работает лишь 4. По данным специалистов, именно отсюда населению Алагира поступала зараженная норовирусом вода. На Южный водозабор первым делом отправляется заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Бодрым шагом чиновник спешит к скважине. Глава района Артур Бараков с трудом поспевает. Уже на точке, на десяток критических замечаний замминистра он даже не находит, что ответить. Почему это счет вода? Она бесплатная у вас? Да. Бесплатная? Нет, конечно, но Что? безхозяйственность. Ну, бесхозяйственность. Да. Чья? Ну, работников А водоканала. где директор водоканала? Главный инженер здесь, директор. А где директор? Директор где? В Следственном Следственном комитете. комитете. Да. Видимо, там ему и место. На вопрос об отсутствии защиты объекта следует ответ. Потому что и раньше так было. На ограждение скважин нужны большие деньги, говорит Бараков. Их у района нет. А вот почему здесь не соблюдались элементарные санитарные нормы, непонятно до сих пор. Еще сильнее ситуация накаляется после короткого доклада специалистов Мосводоканала. Они дали независимую оценку. Абсолютная бесхозность, несоблюдение технических требований, отсутствие зон санитарной охраны и никакой профилактики. На этом они особо заостряют внимание. Проще говоря, за качеством воды особо никто и не следил. Это при том, что меньше года назад в Алагире уже было зафиксировано массовое отравление. Тогда причиной стал пресловутый человеческий фактор. Большая часть предписаний, выданных тогда, так и не была выполнена. Андрей Чибис подчеркивает, если бы работа по обслуживанию инфраструктуры проводилась вовремя и качественно, массового отравления можно было бы избежать. Конечно, просто безалаберность и халатность местных руководителей и руководителей предприятия, которые здесь это обслуживают. Я думаю, что правоохранительные органы дадут свою оценку уже в рамках уголовно-процессуального законодательства тем действиям, бездействиям, которые повлекли вред и здоровью людей, и, что самое страшное, наших с вами детей. Фактически сейчас на водозаборе ведется ликвидация последствий заражения. Воду постоянно хлорируют. Но почему никто раньше не занимался очисткой? Говорят о том, что до сих пор к качеству воды претензий не было. При этом станция хлорирования до сих пор обслуживает лишь 2 других источника, а единственная в районе станция обеззараживания с помощью ультрафиолета не работает уже как минимум месяц. Из-за наличия песка в поступающей воде некоторые детали выходят из строя. Новые ждут на следующей неделе. Но главный вопрос пока не о технике, а о состоянии людей. Вместе с временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Таймуразом Ревазовым Андрей Чибис навещает пациентов районной больницы. В лечебных учреждениях остается около 200 человек, тяжелых случаев нет. Глава Минздрава отмечает, ситуация стабилизируется. Сегодня поступило чуть больше десятка человек. При этом активно ведется работа по вакцинации. За прошедшие сутки от гепатита А привито более 500 человек. Медики также раздали свыше 2000 бактериофагов. По нашему анализу это предпоследний день с учетом инкубационного периода. Допускаем, что сегодня будут поступления, завтра ко второй половине дня. Беспокойство вызывает только тот контингент, который поступил 8 числа. Им оказали помощь, они почувствовали себя хорошо, но на предложенной госпитале отказались. Опасаюсь, что они, возможно, могут поступить, но надеюсь, что этого не будет. Окончательный разбор полетов на большом совещании с участием временно исполняющего обязанности главы республики Тамерлана Агузарова. Он, как и Андрей Чибис, критически высказывается о работе местных властей. Федеральный чиновник, в свою очередь, подчеркивает, непонятно, как после такого руководство Алагирского района сможет продолжить работу. Как выяснилось, им и не придется. Глава района Артур Бараков во всеуслышание объявил о том, что уходит в отставку. Я подаю в отставку, беру на себя эту ответственность за то, что случилось в Алагире, и прошу еще раз извинения. Это заявление, как выяснилось, стало неожиданностью для всех, кроме Тамерлана Агузарова. Глава региона признается, еще до этого совещания он предложил и Баракову, и его первому заместителю Хугаеву написать заявление об уходе и высказал надежду, что оба найдут в себе мужество снять полномочия. Яна Гайгиева, Борис Сопоев, Осетия ТВ.